Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И мы начинаем вместе с вами эту рабочую неделю в студии. Сегодня работает Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. Кстати, Руслан, у тебя, кажется, спина белая. А я... Да, потому что рубашка белая. И, кстати, с праздником, Вероника. Ну, спасибо за поздравления. Я, на самом деле, вот стою и думаю, что же нас сегодня ждет. Ну и меня в частности. 1 апреля такой опасный день. Абсолютно согласен. Может произойти все, что угодно. Кстати, я все время готовлюсь к 1 апреля и думаю, что меня кто-то очень мощно разыграет. Но вот по памяти своей особо таких сильных розыгрышей не было. Может быть, к хорошему это, да? Но, кстати, одна из новостей, которую я прочитал недавно, это то, что с 1 апреля Петербург станет платным для туристов. То есть по 100 рублей в день придется платить проживающим в гостиницах, пансионатах, хостелах и так далее. Ну, я слушай, надеюсь, что это грустная, да, первоапрельская шутка, я надеюсь. Будем надеяться. Подробности узнаем позже, потому что даже система оплаты, как они будут фиксировать всех въезжающих в Питер? Ну, это, наверное, будет включаться в стоимость номера, скорее всего. Но тогда это числяться на Санкт-Петербург. Это неинтересно. Но мне больше нравится другая шутка. В каком-то году Яндекс запустил шутку, и на браузере бегала... Как ты думаешь, что? Так, что-то я помню, но... Муха бегала по экрану, да. Муха бегала по экрану, и многие пользователи Яндекса были крайне удивлены, возмущены и пытались ее поймать. Поймать, конечно, не удалось. Есть даже прецеденты, что разбили монитор. Слушай, я представляю, конечно, в те времена бегающая муха по экрану, это было, наверное, очень-очень реалистично. Представляю, какие штрафы могли заплатить непосредственно собственники офисов. Ну, а прямо сейчас, дорогие друзья, мы вас поздравляем с 1 апреля, и чтобы день был удачным, начнем с прогноза погоды. В центральных районах сегодня минус 27, минус 31, в заречной группе 12-31 ниже 0, в южных 17-21 градус холода, в Вилюйской группе минус 22, минус 23, в Нижнеленских температура 19-22 градуса холода, в западных 13-22 ниже 0, в Колымо-Индигирской группе Улусов минус 22, минус 33 градуса, в Янских 13-20 ниже 0, на северо-западе 6-12 градусов холода, в Якутске температура воздуха 6 часов утра минус 25 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем в Якутске, на удивление, довольно тепло по сравнению с утром. Всего минус 9. Там, глядишь, и мухи проснутся. До мух, наверное, еще далековато, но в целом я все жду, когда будет градусов тепла. Да. Кстати, есть еще одна интересная традиция для 1 апреля. Так, во времена Руси 1 апреля будили домового. Люди считали, что этот добрый житель дома на всю зиму засыпал, и чтобы к весне в доме вновь закипала жизнь, стоило разбудить хозяина смехом, веселыми шутками и радостью. А прямо сейчас вы можете его попробовать разбудить вместе с соседями утренней зарядкой. Повторяйте вместе с нашими дорогими ведущими зарядки, а мы пошли искать домового. Всем доброе утро! Сегодня мы поработаем с вами на все тело, чтобы проработать каждую нашу мышцу. Итак, первое упражнение – это у нас полуприсед сумо. И делаем удары вперед. Расставили ножки шире плеч, слегка согнули ножки, садимся мы не до конца. Ручки держим перед собой и начинаем делать удары вперед. На выдохе держим статику и удар, 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 удар. Молодцы. Спокойненько дышим, пресс держим сильным. Мышцы не расслабляем, ножка у нас также напрягается. Стоим на пяточках. Молодцы, еще немножко. Отлично. И следующее упражнение у нас выпад с шагом назад и подъем ручек над головой. Сделали выпад. Передняя ножка у нас опорная. Корпус слегка наклоняем вперед. Пресс держим сильным. Мышцы не расслабляем. На выдохе поднимаем ручки наверх, выдох и меняем ножки каждый раз. Молодцы, еще немножко. Хорошо. Снова становимся ножки шире плеч, опускаемся в полуприсед. И в этом положении мы должны качаться и при этом двигать руками. Ручки держим прямые перед собой. Делаем полуприсед. Ручки меняем. Отпускаем то одну ручку, то другую. На выдохе поднимаемся. Таз отводим назад. Колени вовнутрь не заворачиваем. Следующее упражнение у нас приседание пружинки с киком, ударом в сторону. Разворачиваем корпус и как бы словно делаем удар. Ножки слегка выпрямляем, но не до конца.
В полу присели и поднялись. Корпус слегка наклоняем вперед. Пресс держим сильным. Молодцы. Хорошо. И следующее упражнение у нас заключительное. Это у нас выпрыгивание. Ножки ставим чуть-чуть шире плеч, носочек смотрит вперед, либо слегка развернуты в сторону. Ручки держим перед собой, толкаем таз назад. На выдохе делаем прыжок и плавненько, аккуратненько садимся. 20 повторений. Раз, два, три, 4, 5. Таз толкаем назад. 7, 8, 9, 10. У кого больные коленки, либо слишком большой вес, можете просто делать быстрые приседания. Еще 5 раз. Раз, два, 3, 4, 5. Отлично. Желаю всем продуктивного дня. Ну, я думаю, Марии удалось их разбудить, так интенсивно позанимались. И даже если сделать телевизор погромче, может разбудить соседей. Это отлично. Пусть мотивируются и просыпаются вместе с вами. Начинают утро бодро. Да. Ну, а прямо сейчас мы предлагаем передать слово нашим коллегам из новостного блока с самыми последними актуальными новостями. Петр Васильев, пожалуйста. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Ветераны, участвующие в спецоперации в этом году, будут подавать заявление для получения ежемесячной денежной выплаты. Соответствующее постановление правительства страны опубликовано на официальном портале правовой информации. В состав ЕДВ входит и набор социальных услуг, бесплатные лекарства, путевка на лечение и проезд к месту лечения и обратно. Напомню, с июля прошлого года при назначении ЕДВ ветеранам стоимость набора услуг не удерживают из суммы. Бойцы сразу получают выплату в максимальном размере. Соответственно, подавать заявление об отказе от услуг не нужно. Если же участник спецоперации решит воспользоваться льготами, тогда необходимо написать соответствующее заявление. В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Это предполагает вступающее в силу постановление правительства. Размер индексации социальных пенсий рассчитывают, исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Повышение произведут беззаявительно, то есть обращаться в Социальный фонд России для перерасчета не нужно. После индексации средний размер социальной пенсии составит около 13,5 тысяч рублей. 3 региона Дальнего Востока – Якутия, Камчатка и Еврейский автономный округ – находятся в красной зоне по обеспеченности семенами зерновых культур. Об этом сообщил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства страны Роман Некрасов. Глава департамента добавил, что сложным на Дальнем Востоке остается и вопрос с посевом кукурузы, несмотря на увеличивающиеся площади под эту культуру. По его словам, в Приморском крае обеспеченность по ней составляет меньше 33%, в Амурской области 55%, в Хабаровском крае 63%. Некрасов также призвал на Дальнем Востоке обратить внимание на работу в области селекции семян. Аэропорт Якутск перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 26 октября этого года. Из Якутска в весенне-летний период запланированы регулярные пассажирские рейсы по 36 направлениям, из них 15 по центральному расписанию. Полеты будут выполнять 10 авиакомпаний. В весенне-летнем расписании аэропорта рейсы в Москву будут выполнять 3 авиакомпании – Аэрофлот, С-7 и Якутия. 11 апреля в Якутске закроют движение по улице Бестужева-Марлинского от улицы Богдана Чижика до улицы Кальвица. Ограничения ведут до 31 октября этого года на время капитального ремонта дороги для обеспечения безопасности. Реконструкция улицы ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь обновят асфальт, обустроят с 2 сторон пешеходные тротуары, проведут водоотводной лоток на всей протяженности улицы и оборудуют парковочные площадки. В том числе будет отремонтирована и дорога к медицинскому центру по улице Кальвица. Во Дворце спорта «50 лет Победы» состоялся открытый турнир по спортивным бальным танцам «Танец. Спорт. Весна». В нем приняли участие танцоры всех возрастов, от начинающих до именитых, а также представители любительских клубов танцев. Долгое время в столице не проводились соревнования по этому виду спорта, поэтому желающих выйти на паркет было особенно много.
Судить детей, конечно, чувствуешь ответственность определенную, потому что хочется судить объективно в первую очередь. У меня не было такого чувства, как у Серафима. Было желание расставить все по своим местам, как есть, и быть действительно честным, объективным. На самом деле, меня радует то, что я вижу, потому что Тенденция радует. работала с частью детей, у многих из них есть желание. Я считаю, что это первостепенно. Они горят спортом, они готовы заниматься, готовы работать. Они слушают, вникают, пробуют, и это, безусловно, здорово. Почетными гостями турнира стала пара Аяна Николаева и Серафим Лепихов. Перед турниром именитые спортсмены дали мастер-классы и провели сборы со своими подрастающими коллегами. На самих же соревнованиях Аяна и Серафим впервые попробовали себя в качестве судей. Бронзовый призер азиатских игр, член сборной Кыргызстана Сардана Трофимова пробежит марафон ADAC в немецком Ганновере. Забег станет квалификационным к летним Олимпийским играм в Париже. Задача – выполнить олимпийский норматив, а именно финишировать с результатом не больше, чем за 2 часа 26 минут и 50 секунд. 32-й ганноверский марафон стартует 14 апреля. Это одно из крупнейших забегов мира. Напомню, путевку на Олимпийские игры в Париже получил уже борец вольного стиля Георгий Окороков, представляющий на международном уровне Австралию. Он прошел отбор на Африкано-Океанийском квалификационном турнире в Египте. На сегодня у нас в студии посол доброй воли, народный дипломат, продвигающий культуру Якутии в Европе Мария Шишигина-Палсон. Мария, доброе утро. Доброе утро. Ну, мы рады, что вы у нас в гостях, такая вся позитивная, но я знаю, что вы еще занимаетесь йогой смеха. Вот само сочетание йога и смех как-то вызывает иногда диссонанс. Вот 1 апреля для нас это просто очень актуально. Да, но, кстати, мы поговорим и про культурную составляющую. Да, просто прямо вот сейчас во время разговора мы выяснили, что Мария занимается в том числе йогой смеха. Что это такое? Я очень рада, что вообще я так получилось, что 1 апреля, потому что я новоиспеченный тренер по йоге смеха. Научилась я у нашего тоже земляка Дмитрия Ефимова, и туда я пошла тоже поддержать его инициативы, потому что он хочет, чтобы на Земле был миллиард смеющихся людей, ну не смеющихся, а счастливых людей, потому что йога смеха, которую придумал Мадан Катария в Индии, она больше направлена на то, чтобы тело расслаблялось с помощью смеха. Мы знаем, что у нас это душа, дух и тело. И, конечно, если у нас тело всегда зажато, мысли у нас всегда о каких-то проблемах, то все у нас копится внутри, и наш дух и тело тоже слабеет. А через смех можно это все вывести. Это не про веселье, а именно расслабление тела за счет смеха. И сейчас уже 120 стран, которые этим занимаются. Я недавно была на международном конгрессе в Германии, туда приезжал сам основатель, и очень много людей захотело приехать в Якутию. Я, кстати, сейчас узнал, что, я думал, это Митя Ефимов придумал такое направление, а это, оказывается, Да, у Мити была очень сильная депрессия, и он это везде рассказывает, и ему не помогали антидепрессанты, и он решил поехать в Индию, где его тоже каким-то ветром занесло на Мадана Катария, и в итоге он сейчас очень счастливый человек, и очень много путешествует, и у него очень много друзей, и у меня сейчас очень много друзей после того, как я прошла курсы. Мы всегда на связи, и действительно я сама стала намного счастливее, намного спокойнее, и это мне очень помогает. Ну, вы вообще реализовали очень много успешных проектов. Мы рады, что и это направление вы поддерживаете. Я уверена, у нас станет счастливых людей больше. Расскажите, пожалуйста, вот гости из Германии, из Исландии недавно приезжали, была фотовыставка. Вот подробнее, что это было, как это было? Все поездки, которые сейчас у нас осуществились, да, я планировала раньше. Но, знаете, мы планируем, а там сверху наши духи направляют по-другому. Я думаю, сейчас самое то время, и оно более актуально и важнее для многих людей, потому что поддержание тех сложившихся уже отношений, это очень-очень важно и ценно. И к нам приезжал фотограф Рагнар Аксельсен из Исландии. Он очень известный фотограф, победитель многих National Geographic соревнований. И они на первых обложках журнала его фотографии. Да, и самое главное ему показать людям, что такое Арктика.
и что мы ее должны сохранять. И для меня это было очень важно, потому что первым, что я увидела в Исландии, это был фильм о гренландцах, а мне показалось, что наши якуты сверхаяне. Я такая, ой, кто-то в Исландии здесь о якутах сделал хороший фильм. Оказалось, что это о инуитах, и я задалась целью встретить его. Это было в 2012 году, наверное, но он потом поехал на Ямал, хотя после уже поехал организованной поездкой мною сюда, в Якутск, но это был уже второй раз. До этого он приезжал с Кёригей, он очень был восхищен деревней Бутейдях. И в этот раз мы съездили с ним тоже в Сяген-Кёле, в деревню, нас очень хорошо встречали, и все в восторге от нашей красоты гор, от речек, наледи, да, и, ну и, конечно, душевного тепла наших жителей. Скажем, с гостями из Германии тоже были, и концерт у нас здесь был, и эта коллаборация, которая сейчас происходит, это, конечно, очень важно, потому что же, когда мы ехали, мы всегда попадали в какие-то музеи, где говорили о Иване Попове, который потом отправил все экспонаты в Германию. А в Германии Ула Юхансен как раз-таки писала диссертацию в 1953 году, защитив ее и доказав всему миру, что наша культура самая древняя. Потрясающе. Ну, кстати, о культуре, да, Мария, вы продвигаете очень активно культуру народа Саха в Европе. А вот, на ваш взгляд, что больше всего привлекает людей вот в нашей культуре? Ну, конечно, это наши традиции, наш климат, и это люди, человеческое тепло. Потому что сейчас его очень не хватает. И с первой секунды, когда люди выходят в аэропорт, они говорят, что мы попали на другую планету, и здесь живут настоящие люди с теплыми сердцами. И я тоже тут могу сказать, что все-таки нам повезло, что у нас такой климат, и жаркое лето ни о чем не говорит, потому что у нас есть комары, которые все боятся, поэтому все приезжают зимой. Вот. Но вот именно он, я думаю, что нас оставляет такими, какими есть, и жить в согласии с природой, потому что все-таки наши традиции, они основаны на глубоком уважении к духам. И когда мы сейчас ехали и кормили речку, дух речки, там есть шаман-река, когда в Емикон ехали, деревья, везде на Сергея останавливались, они так были восхищены, говорят, мы это утеряли, и нам хочется сюда возвращаться, а немцы вообще сказали, мы хотим приехать и жить здесь на пенсии. Интересное стремление. Здорово. А в Аймиконе был фестиваль? Нет, мы успели до фестиваля. У нас же там снежная лавина же, Да, мы застали, мечтали да. новости, да. И до этого мы ехали, и у нас еще была очень комфортная машина. И думали, что все говорят, что такое опасная дорога. Да ничего, все хорошо, доехали. Мы даже искупались в реке. Да. По пути еще встретили, кстати, Касперского гения. Он поехал в Аймикон, да, что тоже приятно. Он, кажется, третий раз уже доездит к Ивану Заболоцкому, там гостиницу. Вот. И когда мы ехали, мы 13 часов были на черном прижиме. Я теперь знаю даже это черный прижим. 13 часов мы сидели в машине, спали. Ну, в общем, нам запомнится навсегда. И все за нас переживали, но мы были очень рады. И я говорю, вот смотрите, что такое природа, что такое наш климат. И это вот так вот у нас случается. Вроде бы все было замечательно и сказочно, но как хорошо, что наш климат все-таки показал. Ну, главное, что все обошлось спокойно и... Да. Мы запомним это навсегда. Но в положительных, потому что все-таки природа, она всегда над нами. Мы здесь только гости. Абсолютно верно. Над чем сейчас работаете, что планируете? Ну, вот я очень рада, что вот с этой поездка была у нас только начало. Каждый раз я говорю, это мой последний проект. В этом году я установила в 2023 2 Сергея в Германии, и я думала, уже все. Но потом так получилось, что до этого мы запланировали уже приехать с Сёреном и с Рагнером. И когда мы приехали, они говорят, все, мы сюда приедем уже с большей выставкой через 2 года. Рагнер хочет сделать в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Якутске. И, кстати, его первая выставка фото прошла в городе Якутске, такая Кулаковская, это историческое событие. Потом, когда мы ездили, и Сёрен, он тоже творческий человек, поэтому у него идеи рождаются в пути. И когда нас встречали в Хамбурге, он был первый вообще иностранец, который играет на хамусе. Нас очень встретили хорошо в музыкальной школе там, и он уже хочет перевести книгу Ивана Егорыча Алексеева
нашего достаточно известного большого человека в мире хумуса и на немецкий язык. Мы хотим приехать уже снимать документальный фильм о наших кузнецах, о исполнителях, и очень много. И, честно говоря, конечно, когда ты здесь живешь, ты не замечаешь, и мы живем так. Одним днем тут один закончился, следующий, но когда ты уже живешь вдали, я 13-14 год уже все-таки приезжаешь, я вот на каждого могу смотреть, я каждым хочется кино снять. Я очень рада, что Сёрен тоже загорелся этой идеей, и он уже начал планировать, и я думала, что мы будем там на 3-4 года. Он говорит, я постараюсь уже на следующий год, и также он хочет привести многих наших музыкантов себе в Берлин. Замечательно. Ну, Спасибо. потрясающие планы. Мне кажется, это только одна какая-то небольшая часть. Все остальное родится уже где-то в пути. Да. Спасибо я- Дальше большое, больше. что Мы все пришли к это, нам. да, мы будем смеяться, расслабляться и привлекать к себе креативную энергию. Вот. Спасибо, Мария. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что уже сейчас мы привлекли к зрителям. Да, абсолютно верно. Ну а мы продолжаем делиться интересными шутками из прошлого. Так существует история о том, как однажды 1 апреля в Санкт-Петербурге заезжие артисты объявили о небывалом представлении. Посмотреть его пришли многие горожане, в том числе и сам Петр I. Когда занавес подняли, зрители увидели пустую сцену с большим плакатом «1 апреля, никому не верь». Царь на это только посмеялся. Ну, хорошо, что царь обладает хорошим чувством юмора, но своеобразным чувством юмора обладала Екатерина I. В апреле 1925 года петербуржцев разбудили звуки набата, обычно возвещавшего о пожаре. Люди выбежали на улицу, однако им сообщили, что это была шутка от императрицы. Как хорошо мы сегодня спокойно живем. Да, замечательно. Ну, а сейчас, друзья, давайте узнаем, какие еще даты и события связаны с 1 апреля. На календаре 1 апреля. Сегодня День смеха. Международный день птиц. По народному календарю Дарья Грязная. Грязной Дарью на Руси называли за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Этот день в истории. В 1748 году, 1 апреля, начались раскопки древнеримского города Помпеи. Этот день также считается днем рождения доллара. В 1924 году, 1 апреля, вышло постановление ЕЦИК об отделении хатонов от юрт. В 1930 году, после премьеры фильма «Голубой ангел», взошла звезда Марлен Дитрих. В 1938 году в этот день положено начало широкому распространению растворимого кофе. В этот день родились Уильям Гарвей, английский врач, физиолог и эмбриолог. Николай Гоголь, русский писатель, классик мировой литературы. Отто фон Бисмарк, германский государственный деятель. Иларион Прянишников, русский художник, педагог. Рихманд Зигмунди, австрийско-немецкий химик, нобелевский лауреат. Именины сегодня отмечают Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий и Софья. Ну, 1 апреля – удивительный день, и прямо сейчас мы перенесемся на улицы нашего города Якутска, чтобы узнать, как жители относятся к празднованию такого своеобразного, интересного, но очень позитивного события, как шутки на 1 апреля. Девушка, у вас спина белая. Где? Это была шутка с 1 апреля. Сегодня отмечается 1 апреля, День смеха. Его также называют Днем дурака. В этот день принято разыгрывать своих друзей и знакомых. Давайте поинтересуемся у наших горожан, отмечают ли они этот праздник и актуален ли этот день вообще. Отмечаете ли вы 1 апреля? Нет. Последний раз, наверное, в студенчестве. Ну, когда было дело на работе, конечно, отмечали, потому что приходили люди с разными шутками, с подколами, приколами, поэтому как бы да. Однажды, короче, мне мама купила Орео, и она положила вместо крема или положила туда зубную пасту. У меня потом весь рот был белый. Это в основном, когда мы учились, директору всегда отправляли. Так разыгрывали. Нет, не праздную. Это уже давно уже. Советского Союза брать идут. Играют много раз. Уроки отменены. Типа того будет. Надо мной шутят, прикалываются друзья, например, как она.
Идет вторая неделя Великого Поста. Это главный многодневный пост. Он длится 40 дней. Строгая диета, молитва, освобождение от обид, прощение врагов, очищение от зависти и злости приближает человека к тому состоянию, в котором его хотел бы видеть Господь. Утренняя и вечерняя молитва дома, а в храмах по воскресеньям литургия и причастие, как возможность соединения с Господом. В это воскресенье в Веснерском храме Успения Божьей Матери многолюдно. Прихожане собрались на божественную литургию, которую возглавил архиепископ Якутский и Ленский владыка Роман. После божественной литургии состоялось посвящение, хиротония. Это литургическое посвящение, через которое происходит возведение в одну из 3 степеней духовенства. Таинство, где посредством святительского рукоположения христианину сообщается особая благодать для учения и священнодействия. В христианстве наиболее важным праздником всегда предшествует пост. 40 дней Великого Поста символизирует время, проведенное Иисусом в пустыне. Суть Великого Поста – очистить тело и душу от всего, что может помешать приблизиться к духовному началу. Об этом говорил нам владыка Роман по окончании службы. Нет мировых религий, не существует на земле, в которой бы не было постов в том или ином виде. Это свидетельствует о том, что пост сопровождает историю человечества с самого начала, с самого появления человеческой жизни. И об этом мы читаем в Библии, в первых строках Библии, историю Адама и Евы. Они нарушают этот первый пост, который Бог им дал, и за нарушение бывают наказаны. А точнее, не Бог их наказывает, они сами себя, не слушая Бога, не слушая повеления о посте, были наказаны вот тем искажением, которое произошло. Поэтому к посту отношение благоговейное, к посту отношение не как к гастрономической диете. Вот это самое важное. Гастрономические ограничения, они только подчеркивают, они помогают пройти пост достойно. Но самый главный акцент – это, конечно, на душе. Самый главный акцент на том, чтобы мы внутри себя разобрались, посмотрели, а что за прошедший год в нас появилось нехорошего, недостойного, какие-то новые пристрастия, привычки, новые греховные влечения. И вот это мы должны заметить. А мы не заметим, если будем только спать и есть. Да? Вот если мы меньше будем спать, если мы меньше будем кушать, если мы более внимательны к самим себе, размышлять о себе будем, читать полезное будем, в храме Божьем беседовать со священником, то, конечно, это произойдет вот эта ревизия нехорошего, что во мне. И милостью Божией происходит избавление, и очищенным человек в конце поста встречает воскресшего Христа и радуется этой радостью бессмертной, животворящей и оживляющей нас тоже. На следующий день владыка Роман выехал на рудник Бадран, где осветил часовню в честь великомученицы Варвары и благословил всех на добрые дела. Господу помолимся. Господи помилуй, Господи помилуй. Но в Якутии наконец-то наступила весна с наступлением весенних дней, и хочется отдохнуть от городской суеты на свежем воздухе. Вариантов отдыха много. Можно выехать на природу, посетить туристические парки, развлекательные комплексы. Весна – это время долгожданных отпусков и увлекательных поездок. Можно поехать в страны бывших братских республик, например, в Азербайджан. Кстати, Баку называют главным мегаполисом Кавказа, и это вполне заслуженно. Ведь в городе проживает свыше 2 миллионов человек. Баку – это не только крупный промышленный и экономический центр Азербайджана, но и одно из самых популярных туристических направлений. Здравствуйте! В Национальном центре аудиовизуального наследия есть много уникальных кадров, отснятых не только в Якутии, но и за ее пределами.
История в кадрах находится в Баку, Азербайджане. И мы сегодня вам хотим рассказать о первом тюркологическом съезде, который проходил здесь, в Баку, в далеком 1926 году. Эти кадры для нас имеют историческую ценность, так как в этом съезде принимал участие видный государственный и политический деятель Исидор Никифорович Барахов. В это время, находясь в Москве вместе с известными писателями Анипадисом Сафроновым Алампа и Алексеем Ивановым Кюнде, они решили выехать в Баку и принять участие в этом съезде. Чем же для современного зрителя интересен этот материал? Во-первых, съезд оказал очень огромное влияние в развитии языка, литературы и культуры и в установлении дружественных связей между народами. Надо сказать, что это был первый официальный выход тогда еще нашей молодой республики Якутии на всероссийскую и международную арену. Во-вторых, на первом тюркологическом съезде были заложены основы алфавита, терминологии и орфографии тюркских народов Советского Востока. А Якутия, последовательно проводившая культурную революцию в этом направлении, активно включилась в эту работу. Еще в 1917 году обществом Саха-Аймах была принята международная транскрипция, латинская транскрипция, приспособленная к якутскому языку. В этом направлении очень большую работу сделал Семен Новгородов, автор якутского алфавита. Первый тюркологический съезд, проходивший во дворце Исмаилия, был одним из значимых событий того времени, положивших начало новому этапу новой культурной интеграции между тюркскими народами. В съезде приняло участие более 100 депутатов. Среди них были известные востоковеды-историки, например, академик Василий Бартольд, академик Сергей Альденбург, представитель европейских ученых профессор Менцель. А само заседание проходило под председательством председателя ЦИК Азербайджанской ССР Самет Ага Агамалы Оглы. Одной из важнейших задач съезда был переход с арабского алфавита на латиницу. Азербайджан первым в тюркском мире реализовал эту идею. С 1 января 1929 года Азербайджан полностью перешел на латиницу. До 1926 года латинизация проводилась обособленно в отдельных республиках. В тюркологическом съезде представители тюркско-татарских, горских и других народов при участии научных специалистов Академии наук Ленинграда и Москвы приняли решение о применении опыта Азербайджана по латинизации в других республиках и автономных областях Союза, пользовавшихся архаическими формами письма. Сохранилась статья Исидора Никифоровича Барахова о том, как проходил этот съезд, и он там делится своими впечатлениями. Это были бурные прения, оживленные дискуссии, касающиеся, допустим, алфавита, транскрипции и орфографии тюркских языков. Но надо сказать, что Исидор Никифорович Барахов – это один из образованных и эрудированных людей своего времени. Он сыграл огромную роль в развитии литературы и науки именно в Якутии. Он активно помогал ярчайшим представителем творческой интеллигенции. Он переписывался, например, с Алексеем Кулаковским, Семеном Новгородовым, а также с анипадистом Сафроновым Алампа. Помогал всячески писателям именно для того, чтобы издавались их научные и литературные труды. Велика заслуга Исидора Никифоровича Барахова в разработке письменности на якутском языке. Он был организатором и редактором первой газеты на якутском языке, которая называлась «Манчар», и она вышла в 1921 году. Позже она была переименована в газету, которую мы все знаем, газету «Кым». Итоги работы якутской делегации рассмотрели на бюро обкома ВКПБ и приняли специальное постановление. А по итогам работы съезда Исидор Никифорович Барахов напечатал статьи по вопросам тюркологии, правописания и алфавиту. А сейчас вы видите уникальный кадр, сохранившийся до наших дней, но, к сожалению, само здание не сохранилось. Это бывшее здание Министерства иностранных дел. Сейчас это гостиница «Старый интурист». Но историческая часть старого города в Баку практически не изменилась. На фоне меня находится Девичья башня. Это одно из самых старинных зданий, которое сохранилось сейчас, до наших веков. Первый тюркологический съезд проходил в 1926 году. Конечно же, прошло очень много времени, почти 98 лет. И вот когда находишься вот на этом месте, там, где была наша первая якутская делегация, конечно, испытываешь огромное волнение, гордость за то,
что здесь происходило. Можно только предположить, что тогда чувствовали якутяне и Сидор Барахов, Анипадис Сафронов, Алампе и Алексей Куньда, когда прогуливались по этим мощенным улочкам, когда любовались Девичьей башней, о чем они думали и что планировали. Ну, скорее всего, конечно же, они думали о том, как будет развиваться Якутия, какой она станет через 100 лет. И когда вот это вот все вспоминаешь и осознаешь, это на самом деле действительно круто. И вот черно-белые кадры, которые сохранились у нас в Национальном центре аудиовизуального наследия, это действительно дает это чувство. Столица Азербайджана, Баку, это город контрастов, город, который сочетает в себе особый шарм, неповторимый колорит уникальных архитектурных памятников прошлых столетий и современности. Здесь, в этом городе, ты ощущаешь прошлое и будущее, а ты в настоящем. И это здорово завораживает, оно вдохновляет. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами, путешествуйте во времени вместе с нами. Это интересно. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. С начала апреля медицинские работники, живущие в небольших населенных пунктах, начнут получать повышенные зарплаты. Так, в городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек медики будут дополнительно получать 29 тысяч рублей, а средний персонал по 13 тысяч. Врачам из населенных пунктов, где проживают менее 50 тысяч человек, станут ежемесячно выплачивать дополнительные 50 тысяч рублей, а медработникам среднего звена по 30. Кроме того, с сегодняшнего дня повысят до 50% окладную часть зарплаты всех медработников. Также с сегодняшнего дня в России изменится процедура согласования при перепланировке жилья. Согласно изменениям, теперь перепланировкой будет считаться не просто изменение конфигурации помещения, но и любая трансформация его формы и размеров. То же касается и создания новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры. Претерпит изменения и процедура согласования, владельцу квартиры теперь нужно будет подготовить необходимые документы и отнести их в администрацию или Госжилнадинспекцию. В случае одобрения он только тогда сможет приступить к ремонту. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в сельских поселениях арктической зоны России необходимо отнести к социальному предпринимательству. С таким предложением выступил первый замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Сергей Неустроев. Он считает, что требуется предусмотреть господдержку для хлебопекарен, работающих в АЗРФ. Цитата: «С учетом того, что хлеб относится к социально значимым продовольственным товарам первой необходимости, для которых установлены предельно допустимые розничные цены, многие хлебопекарни закрываются из-за неокупаемости», — сказал Неустроев. В Роспотребнадзоре сообщили о скорой регистрации в отелях по биометрии, однако сам сервис станет доступным потребителям только во второй половине года и сначала будет работать в пилотном режиме. Отмечу, что благодаря нововведению заселиться в гостиницу можно будет без паспорта тем гражданам, чьи данные внесены в единую биометрическую систему. С начала года на территории Якутии зарегистрировали 370 техногенных пожаров, при которых погибло 18 человек, а травмы получили еще 11. От общего числа пожаров только в жилом секторе произошло 221 возгорание. Основной причиной установлено нарушение правил устройства и эксплуатации печного и электрического оборудования, в результате чего произошло 234 пожара и погибло 16 человек. Также одной из основных причин возгорания является неосторожное обращение с огнем. В рамках проекта «Наслег» в Якутске проходит уникальное событие – соревнования по масс-рестлингу, в которых участвуют 11 наслегов, которые борются за главный приз в размере 500 тысяч рублей. Спортивный праздник приурочен к 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля республики Степана Аржакова. Примечательно и то, что здесь не участвует ни один мастер спорта, не допускаются представители городов или районных центров. Иными словами, выступают новички в этом виде спорта из глубинок Якутии. У нас настрой заряженный, 10 человек, у нас, правда, одного не хватает, но ничего, мы заряжены, мы готовы всех выиграть. Мне сообщили заранее, в начале марта, я готовилась уже прям с марта,
Но остальные тоже где-то с марта уже готовились. И настроено мы сюда приехали. Апределены дата и место проведения заключительного отборочного этапа на игры ДГН. Турнир по национальному многоборью состоится 11 и 12 апреля в спорткомплексе «Дахсун» в Якутске. На нем разыграют последние 4 путевки на главное соревнование Сеха Туймады. Пройдут состязания среди одних из сильнейших многоборцев по национальным прыжкам, якутской вертушке, масс-рестлингу, стрельбе из лука, бегу, хапсагаю и перетаскиванию камня. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. К сожалению, иногда новости о наложении ограничений на счет, информация о том, что вы не можете вылететь, являются не шуткой и сюрпризом, а реальностью. Итак, исполнительное производство. Что, если его возбудили в отношении вас, и правда вы не можете выехать за пределы Российской Федерации? Узнаем из нашей постоянной рубрики «Советы юриста». Здравствуйте. Исполнительное производство. Это понятие у многих вызывает отрицательные ассоциации. И не зря, ведь в рамках него могут быть наложены аресты и взыскания на ваши счета, имущество. И даже может быть наложен запрет на выезд за границу. Поэтому сегодня мы вам расскажем о том, какими правами вы обладаете в рамках исполнительного производства и какие действия следует принять в таких случаях. Во-первых, когда вы получили уведомление о возбуждении производства, следует обратиться в службу судебных приставов по месту вашего жительства. Далее необходимо узнать, кто именно из приставов ведет ваше дело. Это также можно сделать на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов. После чего следует записаться на прием к вашему приставу и узнать, на основании какого судебного акта было возбуждено производство. Как правило, это бывает либо решение суда, либо судебный приказ. Если вы не были участником судебного разбирательства и не знали о том, что было вынесено какое-то решение, то следует незамедлительно обратиться в соответствующий суд и получить копию решения. После получения копии судебного акта вы можете реализовать свое право на обжалование решения или на подачу заявления об отмене судебного приказа. При этом обязательно к жалобе или заявлению следует приложить ходатайство о восстановлении пропущенного срока на обжалование. В случае, если ваша жалоба или заявление будет удовлетворено, а судебное решение или судебный приказ отменен, то это послужит основанием для прекращения исполнительного производства. В случае же, если решение суда или судебный приказ будут оставлены в силе, то следует принять меры по погашению задолженности и попытаться урегулировать задолженность с кредитором мирным путем, так как в рамках исполнительного производства стороны все еще имеют право договориться и заключить мировое соглашение. Помните, что непринятие добровольных мер по погашению задолженности в течение установленного приставом срока на должника может быть возложена обязанность по оплате исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности. На этом у меня все. Знайте свои права и умело ими пользуйтесь. До свидания. Ну что, самое время заглянуть в будущее. В смысле, у нас следующий гость — это пророк? Нет, пока мы просто составили гороскоп на неделю, ну а это важнее, ведь кто будет спорить со звездами, ну а пророк — это всего лишь человек. Ну да ладно тебе, давай пригласим звездного пророка, и тогда с ним точно никто не будет спорить. Ну а если серьезно, то давайте, правда, послушаем прогноз. Ну и, как обычно, рекомендуем не верить ничему плохому. Ну, мало ли что там звезды напророчили, ведь все зависит от вас. Овен. А в нам стоит обращать внимание на свою ответственность и данное слово. Если вы хотя бы минимально допускаете вероятность того, что можете не сдержать обещания, лучше его не давать. Соблюдайте правила дорожного движения и старайтесь смирить свою вспыльчивость. Придется познакомиться со словом «дисциплина» поближе. Телец. Тельцам апрель готовит внезапные перемены и неожиданные сюрпризы. Желание разорвать отношения внутри семьи может быть сильнее вас. Подумайте, насколько вы готовы навсегда выйти из них. Выходом из сложных обстоятельств может стать обновление пространства вокруг вас, капитальный ремонт или хотя бы маленькая перестановка. Близнецы. Близнецам стоит готовиться к внутреннему дисбалансу. Ожидания не будут равны реальности. Общительным близнецам захочется тишины или обстоятельства могут складываться таким образом, что общение станет меньше. Нескончаемый мыслительный процесс станет замедляться, что тоже иногда полезно. Рак. Ракам апрель может принести дополнительные ресурсы для развития себя. Новая энергия, приток сил и бодрости подталкивают к свершениям. Особенно это может касаться вопросов детей, творчества и хобби.
Неправильно распределенные силы могут обернуться апатией. Верно оценивайте свои силы. Лев. Львам в апреле стоит готовиться к изменениям, в том числе и в отношениях. Недопонимания могут приводить к конфликтам. Держите себя в руках, когда начинаете спорить с партнером. Следите за словами, которые могут вылететь без вашего контроля в состоянии аффекта. Дева. Девам в апреле все не так и все не то. Вроде все хорошо, но тянет покачаться на эмоциональных качелях. Помните, что вы знак рациональный. Проявляйте терпение, выдержку и стремитесь к взаимопониманию с другими людьми. Конфликтные отношения обязательно решаем мирными переговорами или паузой в общении. Весы. Весам апрель добавляет динамики. Могут возникать люди из прошлой жизни, а ситуации давно забытые дают о себе знать. Подумайте, как вы можете завершить незакрытый гештальт, даже если вам придется резко отстаивать свои границы. Это поможет вам вырасти в ближайшие месяцы. Выкидываем все старое из головы, освобождаем место новому. Скорпион. Скорпион в апреле почувствует палки в колесах своих целей. Хочется нового и перспективного, но прыгнуть выше головы никак не получится. Лучшим решением в апреле будет обратить внимание на здоровье. Сделайте чекап организма и профилактику. Берегите нервную систему, иначе могут обостриться старые болячки. Стрелец. Стрельцам в апреле нужно совместить несовместимое. Работа тянет одеяло на себя, а семья и социальная жизнь на себя. Нужно строить графики и планы, чтобы не распыляться. Обязательно уделите время себе, хобби, встречи с друзьями, иначе карьера и работа могут вас засосать. Особое внимание уделите близким и родным. Козерог. Апрель для козерогов достаточно противоречив. Люди из близкого окружения могут подвести в самый неподходящий момент. Высокие требования и высокие ожидания могут подрывать вашу веру в друзей и коллег. Кроме того, стоит обратить внимание на сферу здоровья. Не затягивайте поход к специалисту. Водолей. Водолеям можно расслабиться в апреле. Друзья и единомышленники поддержат вас во всех сложностях. Апрель не должен принести вам глобальных проблем и перемен. Но если у вас в близком круге знакомых есть персонаж, который портит вам настроение, то подумайте, стоит ли вам с ним общаться. Для карьеры и работы апрель – хорошее время, энергии для этой сферы будет достаточно. Рыбы. Для рыб апрель несет оживление в коммуникативной сфере, если у вас получится наконец принять себя. Однако следует помнить про внутреннего критика и отключать его в моменты, где стоит двигаться вперед. Серьезных проблем и потрясений не ожидается, так что творите и развивайтесь. Доброе утро, наши дорогие телезрители. Мы продолжаем. У нас сейчас в гостях замечательные, я бы сказал, наверное, даже очень эксклюзивные и оригинальные люди. Да? Вы сейчас обо всем узнаете. У нас отличник образования Республики Саха-Якутия, отличник молодежной политики Республики, педагог высшей категории, председатель танцевально-спортивного клуба «Румба», город Ленск, судья по спортивным бальным танцам Самохина Татьяна Анатольевна, а также наша пара — это Александр Голубев и Валерия Муратова. Доброе утро! Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли к нам. Мы вас поздравляем с победой. В субботу прошли республиканские соревнования в спортивным бальным танцам. Вы большие молодцы. Мы успели посмотреть ваше выступление. Поздравляем. Ну, расскажите, пожалуйста, сначала, наверное, о клубе и о себе. Сколько вы уже работает клуб «Румба» в Ленске и как вы попали в Якутию? Клуб «Румба» в Ленске работает 35 лет. Я сама уроженка города Омска. Меня привезли в Якутию и сказали: руководи, Татьяна Анатольевна. Вот, сначала у меня был танцевальный коллектив эстрадно-джазового танца «Сувенир». Работал он 15 лет. И в 2002-2003 году был создан на базе первой школы города Ленска танцевально-спортивный клуб «Румба» по большому желанию директора школы Щебельской Натальи Владимировны. На тот момент была у нас. Она мне сказала: дорогая Татьяна Анатольевна, чтобы в первой школе это направление танцевальное, спортивное было. Что хочешь делай, но обязательно наши мальчики и девочки должны заниматься танцевальным спортом. Потрясающая история. Мы очень рады, что вас занесло в Якутию. Да. Вот. Ну, мы знаем, что у ребят большие успехи. Ребята, сколько вы занимаетесь танцами? У меня 6-й год идет. У меня идет 4-й год. Давайте откроем тайну, сколько вам лет. 6-й год просто. 6,4, да?
Мне 12 будет. Ну, то есть, получается, 6 лет ты занимаешься танцами? Да. Ну, здорово. Валерия, а ты? Мне 9 лет. 9 лет. Достаточно с 5-6 лет, ну, то есть продолжительно. Но я знаю, что вы добились уже больших высот, и вам присвоен 3-й взрослый разряд, да? 3-й взрослый разряд, да. Это очень здорово, поздравляем. И, наверное, самое главное сказать нужно нашим зрителям, что перед нами находятся ребята, они чемпионы мира. Ну, чемпион. Я правильно сказал? Нет, не совсем так, но, ребят, это все в будущем. Видите, мы будем говорить, что да, это предсказатель на сегодняшний день. Может быть, я не сильно, Дорогие зрители, обратите внимание на экран. Это кадры у нас откуда? Это Казахстан, чемпионат. Здесь как раз они и танцуют десятку чемпионата мира. Мы в такой категории тоже участвовали, но у них бронзовая медаль в другой категории. В категории То есть ребята являются программы. Призерами, получившие бронзу на мировых соревнованиях по спортивным бальным танцам, которые прошли в Казахстане буквально этой весной же. Это было в январе. Да, буквально зимой, получается. Да, зимой, да. Вот, чудесные кадры, конечно, выглядят гораздо старше, чем у нас в студии. У них по правилам позволяется нанести макияж. У нас в нашем российском танцевальном спорте не разрешают юниорам 1 наносить макияж. У них немножко другие правила, они разрешают макияж в юниорах 1 наносить. Поэтому ребята немножко постарше выглядят. Да. Ну, потрясающие кадры. Скажите, какие у вас планы на будущее? То есть я знаю, что планы очень масштабные. Планы на будущее работать. Работать. Хотим, чтобы детки попробовали площадку Китайской республики. Вот. Хотим, естественно, на российских соревнованиях выступать, на Russian Open, естественно, на республиканских первенствах выступления планируем. А вот спортивные бальные танцы, в них же много направлений. Это, ребята, у вас какие ваши любимые направления? Ну, у меня латиноамериканская программа. Ча-ча-ча. Ну, их 5 танцев латиноамериканской программы. Ча-ча-ча. Они сейчас осваивают новое направление, American Smooth. Вот, поэтому у них 3 направления. Они танцуют европейскую программу, латиноамериканскую программу и American Smooth. Новое направление. Джайв и румба. Ну, то есть все-таки латиноамериканская программа больше. Но видели мы именно европейскую. То есть в длинном платье. Это, кажется, был вальс. Ну, потрясающе. Сколько ребят на данный момент занимаются в клубе? В нашем клубе на данный момент занимается около 50 ребятишек, мальчиков и девочек. Ну, и сколько, как вы считаете, вот развивается спорт, больше стало детей, больше приходят? Может быть, как образец для подражания среди одноклассников является? Ну, во-первых, благодаря замечательному руководителю, президенту Организации танцевального спорта Якутии Людмиле Валерьевне Николаевой, танцевальный спорт пошел в большую гору. Благодаря ей идет мощное развитие деток. Естественно, ребятишки, пример у нас для подражания. Это вот, и мы стараемся работать все больше и больше. Как реагируют одноклассники на медали, кубки, вообще прекрасные видео, фотографии? Ну, когда я показала одноклассникам медаль, они были удивлены, что у меня бронзовая медаль такая большая. Хотите вас похвастаться? У тебя же такие шикарные платья, прекрасные выступления. Все девочки, наверное, мечтают. Кто же? А у вас в классе еще кто-то занимается танцами? Или вот только вы из класса? Я один занимаюсь с класса. У меня с класса девочка одна занимается. Вы тоже являетесь для нее примером. Саша. Да, Лера для нее примером является. У них нет праздников, у них нет каникул, у них нет выходных. Ребятишки приходят с удовольствием, занимаются, работают, получают разные задания. Ну а сколько необходимо, вот, по вашему мнению, как профессионала, времени, чтобы вырастить чемпиона? Годы тренировок. Годы.
А с какого возраста вот оптимально приходить в спортивные бальные танцы? В 4 года хорошо. 4. Да, пока начинается в игровой форме танцы, игровые занятия. И потихонечку, методически, грамотно мы их подводим к танцевальному спорту. Я, кажется, поздно зашел в спортивные бальные танцы. Где-то в 8 или в 9 лет я пошел на секцию. И вот я ча-ча-ча, я помню, и, по-моему, вальс. Ну, сегодня Но у прям меня день была открытий. мечта, Да. у меня была мечта, это почему я туда пошел, это научиться делать растяжку. Но Немного не то направление выбрал, мне кажется. Скорее всего. Ну, танцевальный спорт всем возрастам покорен. Поэтому в любом возрасте можно начать заниматься этим прекрасным видом спорта. Это здоровье, это наше здоровье детей, это наше здоровье, здоровье взрослых. На чемпионате республики позавчера замечательные пары, сеньоры выступали. Какие они молодцы, они все прекрасны. Ну, да, мы немножко расскажем, что сеньоры это вот были при том категория сеньоры 4, то есть это, по-моему, категория под 70, да, уже под 70 лет. Так что тебе То есть самое это время. настоящие сеньоры. Да, это настоящие сеньоры, тебе уже пора приходить. Ребят, ну а вам чем нравятся бальные танцы? Ну, выступаешь, красиво, аплодируют все. Тоже аплодируют, красиво, танцы, Здорово. движения. Ну, спасибо большое, что пришли. Мы вам желаем дальнейших успехов. Надеемся, что благодаря вашему примеру и таким чудесным кадрам еще больше ребят захотят заниматься спортивными бальными танцами. Да, желаем вам успехов. Спасибо большое. Мы вас очень благодарим. Спасибо. Друзья, ну а я предлагаю нам всем брать пример с ребятишек, да, быть тоже активными, идти к своей мечте, стремиться. Ну и, конечно, сегодня у нас начало недели. Увидимся с вами завтра. До новых встреч!